В июне 1990 года в кыргызских городах Ош и Узген произошел самый кровавый этнический конфликт в истории Центральной Азии, который получил в народе название «Ошская резня». Конфликт между кыргызами и узбеками длился несколько дней, и в результате, по официальным данным, погибло около 1200 человек. А по неофициальным данным, жертв было порядка 10 тысяч человек. Республик Казахстан и Средней Азии в рамках Советского Союза впервые встретились в режиме 5 лидеров. Это был Ошский конфликт, по-моему, 90-го года, до распада Советского Союза, когда этот конфликт привел к тому, что две титульные нации, кыргызы и узбеки, устроили достаточно серьезную межэтническую резню. И именно тогда впервые в этом формате 5 центральных, мы тогда еще не говорили о Центральной Азии, но 5 республик современной Центральной Азии вместе собрались для того, чтобы поставить вопрос, как мы будем решать этот конфликт. Второе, это была отдельная встреча только 5 лидеров стран Центральной Азии в Ашхабаде. Это было в декабре 1991 года, когда было Беловежское соглашение подписано между 3 славянскими странами – Украина, Россия, Беларусь – о распаде Советского Союза. И Туркменбаши, он пригласил других лидеров стран Центральной Азии, чтобы обсудить неформально, как будут наши страны реагировать на то, что СССР распался. И тогда использовалась фраза, термин «Средняя Азия и Казахстан». То есть Казахстан не был частью Средней Азии. И назарбаевское решение сделать из Средней Азии Казахстан, чтобы Казахстан был частью Центральной Азии, мне кажется, это было стратегическое решение, которое влияет на все, в том числе и на безопасность. Весной 1992 года в Таджикистане началась гражданская война между сторонниками центральной власти и оппозицией, которая продолжалась 5 лет до середины 1997 года, откинув развитие страны на несколько лет назад. В это время в регионе продолжались интеграционные процессы, но без участия Таджикистана. Когда война началась, все в регионе были в шоке от размаха этой войны, и все опасались, что эта война перейдет границы Таджикистана, будет угрожать стабильности в других странах. Гражданская война в Таджикистане не вышла за границы Республики Таджикистан. То есть все конфликты, которые у нас возникали, они носили внутринациональный характер. Политические элиты показывали на Таджикистан в 90-е годы, на эту гражданскую войну, и говорили, что своим же аудиториям внутри страны, они говорили, смотрите, что там происходит, и вы не хотите, чтобы так было. Соответственно, там, например, в Узбекистане это был один из важных слоганов, который служил укреплению власти Каримова. Во всех других республиках то же самое. Во внутренней политике Карим всегда очень дорого продавал, что в Таджикистане, Афганистане идет гражданская война. Да, у нас нету демократии, да, у нас нету экономического процветания, но будьте благодарны Богу и мне, что у нас есть хотя бы мир. Это была главная опора или легитимность режима Каримова. Из-за гражданской войны в Таджикистане сопредельные государства Центральной Азии решили, что этот конфликт представляет угрозу для их безопасности. Поэтому решили создать свои миротворческие силы. Это были важные попытки военного сотрудничества. Начались миротворческие усилия со стороны других стран. Это был толчком того, что эти страны начали координировать свои действия в отношении Таджикистана и в отношении внутренней и внешней политики. Они вынужденно интегрировались. С 1993-1994 года начались усилия по нахождению мира и согласия между воюющими сторонами в Таджикистане при посредничестве других стран СНГ. Это прежде всего Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан тоже играл достаточно серьезную роль. Многие раунды мирных переговоров тоже они были организованы в столицах республик СНГ. Так что это был такой процесс координации. Тогда же были попытки первые создания коллективных миротворческих сил. Центральноазиатские страны смогли объединиться и создать Центральноазиатский батальон, миротворческий батальон, что очень важно. То есть в этом смысле у них есть уже наработанный такой, хотя бы пусть и не такой сильно масштабный, но опыт сотрудничества в военной области, когда они объединили усилия для миротворческих операций. И это называлось так, Центральноазиатский батальон Центрасбат в статусе миротворческих сил при ООН создано, но Центральноазиатский
батальон это называлось. Господин Назарбаев, он был действительно серьезный стратег, который понимал, что Центральной Азии надо быть вместе. Он очень много раз инициировал это. Но когда уже вот особенности Узбекистана под руководством Каримова не были заинтересованы, потому что Казахстан и Узбекистан всегда боролись за лидерство. Ну, кто будет региональным лидером, да? И вот этот вопрос стоял очень жестко между двумя аксакалами, Назарбаевым и Каримовым. И все его идеи, выдвигающиеся, которые интеграционные, Каримов не поддерживал. А Узбекистан ключевая страна в Центральной Азии. Если вы карту посмотрите, Узбекистан находится в центре Центральной Азии. С начала 90-х годов в связи с различными событиями отношения между странами Центральной Азии иногда ухудшались. В 1997 году в таджикском городе Курган-Тюбе под руководством полковника Махмуда Худайбердиева произошел мятеж, который стал последним значимым военным столкновением периода гражданской войны в Таджикистане. После своего поражения Худайбердиев и его сторонники бежали в соседний Узбекистан. В ноябре 1998 года беглый полковник совершил вооруженные нападения на севере Таджикистана. В 1999 году боевики террористической группировки «Исламское движение Узбекистана» из Афганистана попытались проникнуть на территорию Узбекистана через Таджикистан и Кыргызстан. Произошли так называемые «баткенские события». Эти события привели к некоторой напряженности в отношениях Ташкента с Душанбе и Бишкеком. Такие события, как военные мятежи, такие как мятеж Худайбердиева в Таджикистане, конечно, они не могли происходить сами по себе без внешнего влияния. Соответственно, сразу же стороны начинают искать, кто источник этого внешнего влияния, и если этот источник определен или существует консенсус на отношении того, что кто этот источник, то, естественно, это отношение портится. То же самое и баткенские события, начиная с самого начала, они воздействовали на отношения между государствами. И на уровне политических элит, и на уровне общества мы не воспринимаем некие общие проблемы. Если мы посмотрим, что происходит в Центральной Азии в той или иной сфере, у каждой центральноазиатской страны есть свое видение вызовов, угроз и рисков. И они не совпадают. Вот фактор Афганистана. В 2001 году, после событий 11 сентября в Нью-Йорке, после террористического акта, который был организован Аль-Каидой, Соединенные Штаты Америки и не только США, но и, скажем, НАТО ввела ограниченный контингент в Афганистан для борьбы с терроризмом. Вот международных сил в Афганистан, когда Центральная Азия из периферии глобальной политики перешла на одна из первых мест, да, вот когда интерес внешних держав, крупных и средних держав к региону возрос. И это сулило определенные экономические выгоды странам региона, которые граничат с Афганистаном или имеют какую-то соответствующую инфраструктуру для содействия функционирования сил международных в Афганистане. Это привело к тому, что, видя очевидные экономические выгоды, некоторые страны они начали разрабатывать собственный подход по использованию этих ресурсов. На протяжении последних 20 лет проблема Афганистана актуализируется как вопрос безопасности в странах Центральной Азии. Но опять, если мы посмотрим с точки зрения национальных государств, а как воспринимается Афганистан, в частности Узбекистаном, насколько Узбекистан видит вызовы и угрозы от Афганистана, или Казахстан, то здесь очень большая разница. К сожалению, когда мы говорим об архитектуре безопасности или системе региональной безопасности в Центральной Азии, когда мы рассуждаем о такой ситуации, когда еще не выработаны единые позиции стран Центральной Азии в отношении угроз. В частности, ситуация в Афганистане, приход к власти Талибан не одинаково оценивается двумя государствами, Таджикистаном и Узбекистаном. Но, во-первых, Узбекистан, как и Таджикистан, еще не собирается признавать, но позиции по непризнанию одинаковые. Далее, критика в адрес Талибана со стороны Таджикистана и Узбекистана тоже одинаковая. Хоть Узбекистан и контактирует с руководством Талибана, а Таджикистан не контактирует, но и Таджикистан, и Узбекистан одинаково критикуют Талибан за то, что Талибан не выполнил свои обещания, которые он дал в момент прихода к власти. То есть эти позиции даже схожие у нас. Поэтому нельзя оценивать ситуацию как кардинально противоположную. Вопрос прихода талибов к власти в Афганистане Таджикистан рассматривает как вопрос безопасности, Узбекистан рассматривает как возможность экономического развития. Талибы пришли к власти, им помогли китайцы в первую очередь.
Китайцам нужно было, чтобы вот эта железная дорога, которая Кыргызстан, Узбекистан, Китай, дальше пошла через Афганистан и вышла к портам, к океанам туда. Получается, ведь Узбекистан же закрытая страна, а железку уже куда-то тянуть дальше надо. И поэтому им нужен был договороспособная власть в Афганистане. Им нужны были люди или власти, какие-то структуры, режимы, которые обеспечат безопасность экономических проектов. И это будет негативно влиять, потому что они с разных углов смотрят на одно и то же. Узбеки видят как возможность, Таджикистан видят как угрозу. Беспокойность, она существует также и в Ташкенте. Помимо того, что есть такая обеспокоенность, и они внимательно смотрят на Афганистан. И в Ташкенте также считают, что с Талибан можно договориться. В Таджикистане с вопросом о договороспособности Талибан относится с большим скептицизмом. То есть это даже не вопрос этнической солидарности, потому что в большой политике такие вопросы, как этническая солидарность, они играют второстепенную роль. Это вопрос разной оценки ситуации. Ведь, например, Таджикистан тоже заинтересован, чтобы через Афганистан реализовать проект Каса-1000 и так далее, Туркменистан, ТАПИ и так далее. Мы железную дорогу, мы в Узбекистане, железную дорогу Термез, Мазари-Шариф, Пешавар, Карачи и так далее. У нас есть общие интересы, чтобы был мир в Афганистане, и мы наконец реализовали давно уже выработанные проекты. Надежды тех стран, которые надеялись построить трансафганский коридор, то есть выход Центральной Азии непосредственно на пакистанский порт Карачи и так далее. Эта идея, она с 90-х годов существовала, но так как в Афганистане не было единой силы и продолжалась гражданская война, это все было далеко от реализации. Теперь, когда якобы появилась такая сила, как Талибан, который сейчас контролирует всю страну, в Ташкенте и в Ашхабаде, они надеются, что при Талибан они смогут реализовать эти проекты. Использование политики двойных стандартов, что очень пагубно влияет на вопрос безопасности. Почему это важно? Потому что раз верховными судами принято решение об объявлении той или иной организации в качестве экстремистской террористической организации, да, нужно придерживаться, я думаю, этого, потому что в среднесрочной перспективе любая двойная игра с террористами, если на то будет какая-то очень существенная экономическая выгода, оно будет иметь очень негативные последствия и влияние на страны и регионы. Все-таки есть проблема, мы не должны закрывать глаза на эту проблему. А проблема в том, что если мы говорим о том, что в Центральной Азии должна быть региональная система безопасности, общее видение угроз, то этот вопрос надо адресовать ко всем 5 странам. А между всеми 5 странами должна быть одинаковая схожая позиция. Мы не исключаем, что Афганистан является фактором безопасности для региона Центральной Азии. Но степень важности этого фактора для всех стран Центральной Азии абсолютно разная. Итак, когда мы выходим на анализ любых других проблем, вот после распада Советского Союза считалось, что одной из наиболее актуальных проблем в Центральной Азии будет являться фактор водных ресурсов. Окей, да. Вы смотрите, 30 лет прошло, но мы до сих пор не решили в эффективном формате вот этот вот водный вопрос для всех стран Центральной Азии, потому что Аральское море в большей степени влияет на сельскохозяйственные процессы в Казахстане и в Узбекистане, в меньшей степени на Кыргызстан и на Таджикистан. С марта 2022 года Афганистан начал строительство огромного канала под названием Куштепа, длиной 285 километров, шириной 100 метров и глубиной 8,5 метров. После завершения строительства канала планируется, что от 20 до 30% воды трансграничной реки Амударья будет отведено в северные районы Афганистана. Вопросы вот этого канала водного, который недавно начали строить в прошлом году талибы. Строительство канала, оно напрямую затрагивает интересы центральноазиатских стран. Потенциал водных ресурсов в Центральной Азии снижается. Сам регион находится в этапе маловодия. И, соответственно, если этот канал будет построен, если он будет забирать от 10 до 30% воды Амударьё, да, то это очень пагубно отразится на социально-экономическом положении ряда областей Узбекистана и в том числе Туркменистана. Амударья, Сырдарья – две наиболее важные реки в Центральной Азии, но Казахстан и сельскохозяйственное производство Казахстана и Узбекистана зависит от Сырдарьи в большей степени. Ну и плюс еще есть вопрос стран Верховья и Низовья.
И поэтому проблемы водопользования трансграничными реками отличаются от того, страна является, там, скажем, в верховье, там, где эти реки формируются, да, или в низовье, где идет водопотребление от этих рек, связанное с сельскохозяйственным. Для Кыргызстана и Таджикистана реки – это в первую очередь электроэнергия, для Казахстана и Узбекистана водопользование этих, скажем, трансграничных рек связано в первую очередь с сельскохозяйственным производством. В последние годы между странами Верховья и Низовья трансграничных рек наблюдается некая активность. Реализуются совместные проекты, такие как построение дамбы и гидроэлектростанции для эффективного использования воды с целью орошения земель и выработки электроэнергии. Эти проекты помогают решить проблемы продовольственной и энергетической безопасности в Центральноазиатском регионе. Вместе с тем в регионе до сих пор имеют место пограничные конфликты из-за спорных участков межстрановых границ. И все это негативно влияет на политические отношения между лидерами стран. Территориальных вот этих взаимных претензий, как мы говорим, вызывало конфликтные ситуации, некоторые стычки между пограничниками, допустим, или возмущение местного населения, некоторые объекты инфраструктуры, находящиеся буквально на линии границы, оказалось спорные, и местное население возмущалось в связи с этим. До 2015 года этот конфликт имел больший характер чисто локального, то есть даже вот внутри Исфаринского, Баткенского региона он не отражался на национальном уровне, на уровне отношений между народами. Там мы спокойно ездили в Бишкек, из Бишкека спокойно приезжали в Таджикистан. Только с 2015 года ситуация начала меняться, когда впервые начались уже военные столкновения между пограничниками. И вот в 2019, 2020, 2021 году, в последний год прошедший, уже мы видим, что это стало действительно влиять на отношения между государствами. Так что, естественно, что если такие конфликты, они, например, возникают, то их надо решать своевременно, потому что чем более долгосрочными они становятся, тем труднее их становится решать, и тем большее воздействие они оказывают на отношения между странами. В 2021 и 2022 годах между Таджикистаном и Кыргызстаном произошли кровавые конфликты из-за спорных участков приграничных территорий, в результате которых с обеих сторон погибли десятки людей, в том числе мирные граждане, среди которых женщины и дети. В случившемся стороны до сих пор обвиняют друг друга. Также со своими заявлениями об этом стороны выступали с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Между Узбекистаном и Кыргызстаном завершен процесс делимитации границ. Между Таджикистаном и Узбекистаном также завершен этот процесс. Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет очень интенсивная работа в этом направлении. Две последние конфликты, пограничные конфликты, которые были между Таджикистаном и Кыргызстаном, это в 2021-2022 годах, они не имели интенсивность. Да, вот. Они за несколько дней уже были мирные переговоры. Обе страны они показали политическую волю для урегулирования этой проблемы путем переговоров. Те процессы, которые протекают сегодня, если они будут доведены до логического завершения, то проблема границ Центральной Азии будет завершена. Например, между Узбекистаном и Кыргызстаном существовали такие отрезки. Наконец-то практически завершен этот процесс делимитации. Политическая воля способствовала этому, как и политическая воля способствовала смягчению проблемы Рагунской ГЭС или Камбаратинской. То есть политическая воля, оказывается, может многое решить. Почему именно в Центральной Азии именно эти две страны конфликтуют? Потому что они самые слабые. Слабые с точки зрения экономик, зависимости от внешних держав, то именно более слабые, которые и в вооружении, и в экономике, и во всем более зависимы от внешних сил, именно там и начинается в слабом звене этот конфликт. Сейчас пытаются раскачать, посмотреть, сможем ли мы договориться. То же самое были баткенские события 1999 года, то же самое 2010 год, июнь. Потому что во всех странах, кроме Кыргызстана, был более-менее сильный политический режим, который держал, да, Назарбаев, Рахмон, Каримов, да? А у нас все время сменялась власть, люди уходили, поэтому здесь можно было по-разному все эти лабораторию делать, разных методов свержения власти, дестабилизации и так далее. И поэтому сейчас
Опять-таки, вот мы заложники этой ситуации, в том числе и Таджикистан. Даже если говорить о, скажем, цветных революциях в Кыргызстане, даже 2005 год в Кыргызстане это была цветная революция, не говоря о последующих процессах. Перевороты в наших странах, в нашей стране точнее, они очень негативно влияют на интеграцию. Как это связано? Во-первых, управляемости нету, да? У нас же все время срок маленький. Люди беспокоятся. Вот приходит президент, приходит премьер-министр, у нас же уже больше 40 премьер-министров, даже ближе к 50. Они понимают, что их на следующий день могут как-то из-за чего-то убрать, да? Они уйдут. И поэтому они думают очень краткосрочно про свои интересы, а не про национальные интересы. Национальные интересы имеются в виду и страновые интересы. А никто не успевает подумать про региональные интересы, понимаете? Конфликт 2010 года, Ошский конфликт и Джалалабадский конфликт, где кыргызы и узбеки опять вступили в достаточно жесткое, открытое насилие друг против друга, этот конфликт не вышел за пределы Кыргызстана. И не было легальных механизмов решения этого конфликта с участием всех 5 стран. Где-то около 800, больше 800 человек официально по разным статистикам, где-то людей погибло, да, после этого конфликта. Столько было разрушений домов, зданий, да, и очень серьезный конфликт был. И тогда решение Ташкента вмешаться, чтобы защитить узбеков, да, этнических узбеков, но граждан другой страны, это было бы достаточно серьезной такой перспективой межгосударственного конфликта между Кыргызстаном и Узбекистаном. 2010 год. Исполняющая обязанности президента Роза Атунбаева в тот период обратилась к ОДКБ с просьбой ввести ограниченный контингент для того, чтобы разделить конфликтующие стороны. Медведев, тогда президентствующий в России, в принципе, отказался это делать, потому что не было внешнего вторжения. Даже Каримов. Мы знаем, что более 400 тысяч беженцев с территории Кыргызстана перешли на территорию Узбекистана. И Каримов не предпринял никаких действий. Такое решение официально Ташкента или Каримов приняли, потому что они понимали, что то, что там происходит, это достаточно серьезная провокация больших внешних третьих сил, то, что мы сейчас называем геополитикой. Как раз расчет, наверное, был в том, чтобы этот конфликт начался. И вот, мне кажется, это стратегически было правильно, что Каримов не пошел на такой шаг. Хотя, как я сказала, мои даже коллеги-аналитики высокого уровня чувствуют некую обиду и понимают, что Каримов, принимая такое решение, шел против воли своего народа также, я имею в виду узбеков в Узбекистане, которые требовали от того, чтобы Узбекистан вмешался. Он просто своей мудростью, дальновидностью предотвратил конфликт. Один из таких серьезных вопросов безопасности это стал бы прецедентом, было бы, да. Каримов мог легко ввести свои войска в Ошскую и Джалалабадскую область для того, чтобы защитить этнических узбеков. Но это не было сделано, потому что, во-первых, не было воли и желания у самого Каримова это сделать. А во-вторых, на тот период Узбекистан не рассматривал вообще существование этнической узбекской диаспоры за рубежом. То есть речь шла о том, что все узбеки – это граждане Кыргызстана, и это внутригосударственный конфликт, и Узбекистан не будет вмешиваться в эти вещи. Часто же, например, говорят, что вот первая революция в 2005 году, когда Акаев уходил, точнее, мы его ушли, да, это было при помощи американских каких-то, скажем так, помощи американской. 2010 год, на мое личное мнение, что российский фактор был более сильнее, играл роль. Россия была заинтересована в том, чтобы в Ферганской долине страны, которые граничат, там Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, нуждались в старшем брате, который будет неким медиатором, посредником в решении их вопросов. Поэтому, на мой взгляд, я лично верю, что это больше была заинтересованность России, к сожалению, в этом конфликте. Но есть и другие версии также. С середины 2000-х годов до сегодняшнего времени в регионе наблюдались несколько крупных вооруженных конфликтов, таких как Андижанское событие 2005 года в Узбекистане, Ошские события 2010 года в Кыргызстане, Памирское событие 2012 в Таджикистане, Алматинское событие в январе 2022 года в Казахстане и Каракалпакстанское событие в июле 2022 в Узбекистане. Все эти конфликты по-разному оцениваются властями, оппозиционными силами и независимыми экспертами. Это конфликт между авторитарными властями и обществом. Такие события, допустим, в Горном Бадахшане или январские события в Казахстане, в прошлом году. Также андижанские события. То есть время от времени общество
хочет расширить свои права и возможности. Иногда они бунтуют, они иногда проводят некие акции протеста. Каждый раз власти отвечали по-разному. Вот в Казахстане Токаев отвечал порцией реформ. Конечно, казахстанское общество может посчитать, что это недостаточная порция реформ. Но в 2005 году Узбекистан отвечал закрытостью, репрессиями. Очень многие покинули Узбекистан. Андижанские события, в принципе, это был больше исламский фактор, вот как официальный Ташкент и говорил. То есть вот это исламское движение Узбекистана, которое ушло в подполье, официальная оппозиция, потому что Каримов сильно на них давил, они ушли в Пакистан, Афганистан, и там базу развернули и вернулись как исламисты. В том числе это событие Баткена из-за этого у нас. Через Кыргызстан, приходя из Таджикистана, пройти в Узбекистан, правильно? То есть их основной таргет, цель был ташкентский режим, узбекский режим. То есть вот эта связь андижанских событий с исламским радикализмом, там какая-то связь есть. Да, я согласна, что Каримов переборщил с реакцией, то есть это было настолько жестко подавлено, большая кровь пролилась, к сожалению. И чтобы большого шума вокруг этого не было, там люди гибнут, права человека, где все это, там, и Каримов сильно закрылся от мира, в том числе западного мира, где коммуникации очень сильно важны, да, СМИ, ВНПО, вот это все прикрыл, чтобы не было лишних ушей, там, говорунов, да, я про это. Любые перевороты, государственные перевороты, так называемые революции в кавычках, не только у нас в стране, в Центральной Азии, да, в регионе, а во всем мире, они делаются тогда, когда два фактора подключаются. Внутреннее, уже то, что бышепчеты, да, как у нас по-кыргызски говорят, созрел народ, есть много сложностей, и внешние силы заинтересованы. Все конфликты, которые имели место быть, носили внутри государственный характер. Оснований для введения, скажем, тех или иных вооруженных сил со стороны стран Центральной Азии не было. И даже не было попыток обращаться вот к странам, лидерам Центральной Азии. У нас, как правило, опять гарантом безопасности является Россия и УДКБ. Как гарант безопасности в той или иной степени, скажем, воспринимается как именно организация, обеспечивающая эту безопасность. Но даже для УДКБ не было легальных оснований, международных основ для того, чтобы эти действия были проведены. Кто же мог бы предоставить центральноазиатским странам зонтик безопасности? Все время лидеры Центральной Азии отвечали на такие предложения о посредничестве одним ответом, что страны Центральной Азии не нуждаются в посреднических услугах никаких государств и что региональные проблемы они в состоянии решить сами, своими силами. Вот этот ответ говорит сам за себя. То есть некие стабилизаторы или внешний зонтик безопасности пока не был нужен странам Центральной Азии. И я убежден, что для Центральной Азии не нужен стабилизатор. Сами страны региона должны обеспечивать свою безопасность и стабильность. Почему это важно? Потому что никто, кроме самих стран региона, не заинтересован в их безопасности, в их процветании, в их устойчивом развитии. Инициатива должна быть в самом регионе. И в регионе есть два государства, которые должны быть ответственными в региональных делах. Это Узбекистан и Казахстан или Казахстан и Узбекистан. Когда между этими государствами есть крепкое взаимопонимание и согласие, я думаю, что остальные государства будут прислушиваться к этим государствам. Можно назвать отсутствие региональной организации по обеспечению безопасности. Я думаю, что такой институт должен появиться, потому что вероятность потенциальных угроз для всех стран Центральной Азии она возрастает, и кооперация стран в этом направлении может обеспечить им подушку безопасности для снижения негативного влияния всевозможных угроз. Внутренние факторы или акторы имеется в виду государства, на мой взгляд, это Узбекистан и Казахстан. Они как ключевые государства, они должны договориться друг с другом о том, чтобы не бороться за региональное лидерство в Центральной Азии, а вместе в тандеме это сделать, да? Чтобы решить проблемы безопасности в первую очередь, разные, водные, пограничные, еще какие-то там пастбищные, разные земельные, да? В нашем регионе очень большая роль у этих двух государств, на них лежит ответственность. Нам нужно в целом международное сообщество в качестве стабилизатора. Оно необходимо, потому что так, чтобы не получилось, что какая-то страна, у которой больше ресурсов, в том числе и военных, взяла бы и
предъявила территориальные или какие-то другие претензии другой стране, которая является менее развитой и менее сильной. Страны-доноры, великие державы, основные геополитические игроки, они тоже часть вот этого международного сообщества. А для нас важно, чтобы никто из них не доминировал в регионе, чтобы был вот учет и координация интересов там России, Китая, Турции, Ирана и так далее, и, естественно, стран Евросоюза и США. В этом смысле для нас вот такой баланс, он наиболее выгоден, потому что он будет удерживать регион в зоне вот этой стабильности. У нас все системы, да, наши ГКНБшники, например, наша национальная безопасность, они все обучаются в ФСБ. Все так было, есть. То есть системы того школьного, то образование, которое они получают, наши спецслужбы, они получают его по российскому стандарту. Наше вооружение, посмотрите нашу армию, да, откуда идет вооружение, откуда, где, в принципе, техника вот, использования оружия. Вот это все опять-таки советско-российское, да, скажем так. Поэтому системно, структурно, единственное государство, на мой взгляд, которое не так зависит от России в сфере пограничники, национальная безопасность, Минобороны, Генштаб, вот эта вещь. И вот в этом смысле традиционная безопасность, единственное государство, которое не зависит от России сильно, это Узбекистан. Потому что в свое время Каримов стратегически понимал необходимость того, что нужно уже отрываться от матушки России и идти в другом направлении. В настоящее время 3 из 5 стран региона – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – являются членами Организации договора о коллективной безопасности, в которую входит ряд внерегиональных стран. Туркменистан сохраняет нейтральный статус и никогда не вступал ни в одну организацию по безопасности. Узбекистан дважды входил в Организацию договора о коллективной безопасности и снова выходил из нее. В каждой стране Центральной Азии есть своя армия, но нет регионального объединения безопасности. Региональной интеграции, регионализма, почему у нас не происходит этого всего? Ключевая причина – то, что во всех странах Центральной Азии политические режимы являются больше авторитарными, нежели демократическими. Одна политическая сила, она решает все. То есть, когда страна не становится просто президентской, она даже становится супер-супер президентской. Да? Это вот все решают не институты, а кадры, да, люди. И один человек часто, и его окружение, семья или там близкие. Да? Поэтому вот эта авторитарность режима, это очень плохо для наших стран, для интеграции, потому что все решается по настроению, скажем так, по умозрению, мировоззрению одного человека. Пока этот фактор будет присутствовать, пока наши системы политические не станут более демократическими, на мой взгляд, интеграция невозможна. Но кооперация возможна. То есть сотрудничество, просто сотрудничество выгодное, взаимовыгодное возможно. Но интеграция такая глубокая, скорее всего, невозможна. Поэтому это, на мой взгляд, не только просто проблема, это структурная проблема. Если мы говорим о, скажем, разных формах протестов внутри стран Центральной Азии, будь то цветные революции, будь то политические перевороты, межэтнические конфликты внутри стран Центральной Азии, то моя установка в данном случае заключается, может быть, она парадоксальная, но она заключается в том, что чем хуже будет на пространстве Центральной Азии, тем больше конфликтов будет возникать, тем более быстро придем к необходимости интеграции. Потому что интеграция – это некий общерегиональный механизм решения проблем. В целом вопросы безопасности они могут объединить только если угроза безопасности внешняя. Понимаете? То есть мы, например, Центральная Азия, можем объединиться, ну, скажем, если будут талибы там предоставлять нам угрозу внешне по отношению к Центральной Азии. Но вот это, например, пограничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном, это же внутренний вопрос. Он разделяет, он не объединяет. То есть внешние угрозы безопасности, они объединяют. Вот так мой ответ. Если Китай будет представлять угрозу для нас, да, из-за чего-то, да, например, хочет нашей территории, да, китайцев стало много, я думаю, это может стать причиной, почему Центральная Азия еще раз объединяться, еще побыстрее друг с другом. Необходимо объединяться для создания неких таких региональных структур, как это мы называем, региональной архитектуры безопасности. Направление интеграции, которое предполагает всестороннее объединение в экономической, социальной, культурной, политической, еще и военной области, это направление, я думаю, можно сказать, налаживается. Военное
сотрудничество и в целом более широко сотрудничество в сфере региональной безопасности. Вполне возможно, там будут возникать какие-то новые секторы недопонимания между странами. Может быть, какие-то страны будут ориентироваться на разных геополитических партнеров. Могут быть какие-то конфронтации экономических интересов в будущем. У каждой страны есть свои интересы. Она по-разному смотрит на себя и на свое будущее в регионе. По-разному формулирует там внешнюю политику. Поэтому разногласия всегда будут. Они всегда существовали, всегда будут. Как рыба, рак и щука, да, в басне Крылова, нас разносят в разные стороны. Турки там говорят в Тюрксоиде, да, Турция. Там Ираны играют с Таджикистаном. Ну и так далее, так далее. То есть вот пока все это будет происходить, а это будет всегда происходить, это всегда было, есть и будет, видимо, логика мировой политики. Это будет тоже один из самых структурных, но уже внешних факторов. Это самый ключевой фактор, что империи, большие державы, вот эти геополитические державы, они всегда используют принцип «разделяй и властвуй». Объединенная Центральная Азия невыгодна никому. Ни Китаю, ни России, ни США, ни Европе. Это выгодно только для нас. Центральноазиатские страны как-то должны понять, с кем быть. Но с другой стороны, если они пойдут по разным углам, да, кто-то с Турцией, кто-то с Россией, кто-то с Китаем, кто-то с Западом, то тогда нас разнесут, то, о чем говорили. Поэтому очень сейчас важно, чтобы Центральная Азия смогла договориться стратегически на перспективу, на 20-30 лет. Потихонечку приходит понимание в регионе об общности угроз в Центральной Азии, потому что, собственно, сотрудничество в региональном масштабе в вопросах безопасности, особенно когда речь идет об интеграции, а это значит о создании неких региональных структур или систем безопасности, то важно, чтобы составные части этого региона, то есть 5 государств Центральной Азии, имели общее видение угроз безопасности, общее видение вызовов безопасности. И вот такое понимание общих вызовов потихонечку приходит. То есть важна не сама проблема, а то, как вы на нее реагируете. Поэтому проблема безопасности, она связана именно с устойчивостью общества. Любое общество, которое экономически развито и где есть определенные нормы социальной справедливости соблюдаются, оно устойчиво. Оно устойчиво к вызовам в области безопасности, как внутри, так и извне. Экономика и политика являются самыми важными. Если говорить об интеграции, чистой интеграции, то они должны быть более-менее равными с точки зрения развития экономики и финансовых ресурсов. И политики с точки зрения того, что цели интеграции должны быть четко сформулированы. Но развития не будет, пока вопросы безопасности до какой-то мере не решить. Это вечная дилемма, да? Важно развитие или безопасность? И что первично? И то важно, но бывает определенный контекст времени, когда надо больше акцентировать на безопасности, создать минимальные условия, потом пойдет развитие. Да? А иногда говорят, без развития, где есть бедность, да, вот это все, экономические факторы очень плохие, то всегда будет конфликт. Да? То есть разная логика есть. И вот об этом всем надо договариваться. А для этого нужны площадки. Страны Центральной Азии осознают общность возникающих перед ними угроз и необходимость совместных действий против них. Однако пока им не удалось создать единую региональную систему безопасности, потому что на сферу безопасности в регионе сильно влияют различные факторы, такие как политика и экономика. На ваш взгляд, который из них больше влияет на безопасность? Выбирайте одно из двух – политика, экономика.